Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана. В студии Елена Знатулина. В ближайшие полчаса главные темы дня. И начнем мы с хоккея. Татарстан в ожидании главного спортивного события года – 7-го матча финала Кубка Гагарина. Накануне барсам удалось вернуть игру домой в Казань. В Москве они обыграли ЦСКА в сухую 3-0. Это стало настоящим праздником для болельщиков. Теперь наш клуб в шаге от Кубка Гагарина. Пожалуй, минувшая ночь для фанатов была бессонной. Они отправились дожидаться открытия касс Татнефть-арены практически сразу после финального свистка. К утру очередь была до меридианной. Кому-то пришлось вызывать скорую, кому-то полицию. Рамиль Галиуллин был сегодня среди тех, кто пропустил и работу, и учебу ради единственного билета. Решающий матч Ак-Барс и ЦСКА сыграют завтра. И хоть до завтра готовы простоять в очереди преданные болельщики казанского клуба. Кассы открылись сегодня в 11 часов дня. Однако очередь выстроилась задолго до старта продаж. Очередь за билетами на матч года начинается за несколько сотен метров от заветной вывески. Некоторые пришли сюда еще вчера и провели в ожидании билета всю ночь. Живу здесь как раз рядом, проезжаю, смотрю, очередь стоит, это 11 часов ночи. В 7 утра пришли, у нас тут 5 человек, один отошел, потому что дают 2 билета на руки. Вот, все друзья попросили купить. Перекусили. Надеемся, что уже скоро подойдет, купим билеты, стоим уже более 5,5 часов. 9:30 приехали, сначала стояли там у ворот, у охраны, затем переместились сюда, и надежда не покидает. Здесь люди есть, которые со вчерашнего дня сидят. В 10 часов они вечера списки составили. И вот с того дня до сих пор кто-то сидит, кто-то заранее забронировал. Ни отсутствие сна, ни припекающее солнце не помешало преданным поклонникам Ак-Барса. Вот эмоции тех, кто успел купить долгожданный билет. Простоял в общей сложности с 12 часов. Нас было в команде 6 человек. Отстояли потом и кровью билеты. Думали, не возьмем, но взяли самый лучший. Казань идет на матч в ожидании победы. Стоя в очереди за билетами, болельщики говорят, кубок будет наш. Вчерашняя игра была просто на разрыв. Мы, конечно, ожидаем от Ак-Барса еще большего. Завтра будет просто бомба, мы надеемся. В Москве сыграли неплохо. Надежда есть, что победят. Я бы не стоял в такой очереди, если бы не надеялся на победу. Болею за Ак-Барс давным-давно. Помню все кубки. 9-й, 10-й год, 18-й год, как наши выигрывали. И вот пришло время, видимо, в этом году тоже. Цены на билеты начинаются от 2800 рублей. Но многие готовы выложить за них и больше. Иногда эмоции брали верх и не обходилось без конфликтов. При этом в одни руки продают не больше 2 билетов. Такое решение принял казанский клуб, чтобы они не достались спекулянтам. А перекупщики не заставили себя долго ждать. Вот предложение в интернете. Стоимость кратно выше – 25 тысяч рублей. В самом клубе отмечают, стоять в очереди не обязательно. Доступны билеты на сайте и мобильном приложении. Правда, из-за высокого спроса на звездный матч на ресурсах возникли технические проблемы. И Никита Даняк забивает в пустые ворота. 3-0. Ак-Барс переводит игру в 7-й матч. В итоге в субботу на трибунах окажутся самые быстрые и преданные болельщики. Теперь слово за хоккеистами Ак-Барса. Команда уже совершила подвиг, отыгравшись в серии со счета 3-1. Остался последний шаг до Кубка Гагарина, 4-го трофея в истории. Рамиль Галиуллин, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казан-форум» станет самым масштабным за всю историю проведения. Уже зарегистрировались 2500 участников из 65 стран. Об этом сегодня сообщили на заседании Федерального оргкомитета форума. Оно прошло на Казан-Экспо. Здесь же 18 мая соберутся участники. На сегодняшнее мероприятие в Казань прилетел руководитель оргкомитета форума, вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Детально обсудили, как идет подготовка. Рустам Минниханов заверил, все должно пройти на самом высоком уровне. О деталях и значении предстоящего события Дмитрий Аринин. 2 майских-дня Казан-форума организаторы обещают сделать максимально насыщенными. Уже запланированы 150 тематических секций, где выступит 750 спикеров. Лейтмотивом первого федерального Казан-форума станет экономическое партнерство в современных реалиях. Для участия в форуме уже заявились более 2500 участников из 65 стран. Уже запланировано подписание 75 соглашений о сотрудничестве. Настроены провести форум на высоком уровне. Форум, напоминаю, проводится по прямому поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Для нас сегодня в сегодняшней экономической ситуации сотрудничество с мусульманскими странами имеет огромное значение. Мы еще раз,
Кстати, если вот говорить о том, что были какие-то дополнительные вопросы, да, мы планируем подписать целый ряд дополнительных соглашений, в первую очередь по транспортному обслуживанию. У нас этот коридор север-юг, где мы планируем выйти через Казахстан, Туркменистан, через Азербайджан, выйти на Иран, на Индию. Вот мы подпишем несколько соглашений в этом направлении. Как отметил Рустам Миниханов, для участников форума визит нужно сделать максимально комфортным и полезным. Запланирован целый блок прикладных вопросов для обсуждения и договоренностей. Очень интересные стратегические направления, не просто халяль или серьезные логистические вопросы будут обсуждаться. Это сегодня для нашей страны экономические вопросы. Но и наша страна крупный производитель сельскохозяйственной продукции. И, конечно же, продукция халяль, она очень востребована. Много-много. Но потом вопрос. Сегодня доступ к финансовым инструментам. Исламский банкинг пока у нас он только в разговорах. Это тоже хорошая возможность для нашей страны. Поэтому уверенность есть. Мы достойно должны провести в Казани вот такой форум федерального уровня. В дни Казан-форума состоится панельная дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов». Приедут министры культуры зарубежных стран. Также запланировано специальное заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». В его рамках будут рассмотрены продвижение опыта диалога между религиозными организациями России и государств исламского мира с целью дальнейшего сближения наших общих традиционных духовно-нравственных ценностей. В Татарстане созданы рабочие группы по отдельным направлениям подготовки и проведения форума. Еженедельно проходит совещание по решению операционных вопросов. Также в рамках Казан-форума запланирована выставка «Раша Халяль Экспо» и кулинарные шоу от поваров из исламских стран. 20 и 21 мая после завершения деловой программы участников форума ждут экскурсии на остров Град-Свияжск и в древний город Болгар. Дмитрий Айринов, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. На скоростной трассе М12 уже к концу года планируют запустить движение от Москвы до Казани. Об этом сегодня заявил Марат Хуснуллин. Во главе с вице-премьером страны прошло совещание по строительству дороги. Во встрече принял участие Алексей Песушин. По поручению Владимира Путина прорабатывается вопрос продолжения автобана до Тюмени. Как отметили, на некоторых участках строительство идет опережающими темпами. Сегодня состоялась стыковка нового вантового моста через Аку. Уже в конце года, надеемся, будет открыто движение на всем протяжении автодороги от Москвы до Казани. Сегодня мы присутствуем на стыковке уникального искусственного сооружения, единственного вантового моста на этой автомобильной дороге, моста через реку Ака. Дорожная отрасль страны переориентируется на южное и восточное направление. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Оно также прошло на Казань-Экспо. Участие принял и райс Республики Рустам Миниханов, а также руководители других регионов страны. Свое выступление Марат Хуснуллин посвятил задачам, которые стоят перед правительством по развитию дорожной сети. В сегодняшних условиях важнейший вопрос появляется, конечно, это изменение пространственного развития нашей страны. И сейчас все пути ведут на восток. Крупнейшие дорожные проекты связаны с маршрутом России от Санкт-Петербурга до Владивостока и международного пути север-юг. По словам вице-премьера, сейчас важно обеспечить необходимой инфраструктурой растущий грузооборот со странами Востока, а также создать обходы Каспийского моря с выходом через Иран на Индию. Для этого утвержден 5-летний план дорожных работ. Объем финансирования почти 13 триллионов рублей. Автомобильный транспорт становится все более востребованным, все более конкурентоспособным. И мы понимаем, что нам, чтобы ввести груз как на восток, так и с востока, нам, кроме железной дороги, придется обязательно усилять работу по дорожному строительству. Это одно направление на восток, второе направление на юг. В стране продолжается строительство крупных трасс, в том числе и в Татарстане. Это М12 и автодорога Алексеевская-Альметьевск, которая соединит два транспортных коридора М7 и М5. Реализация указанных проектов позволит создать новые логистические маршруты, соединяющие республику с регионами Поволжья, Центральной России и Урала. Придаст дополнительный импульс к развитию межрегиональной кооперации в рамках санкционных ограничений. В Казани идет строительство Вознесенского тракта и дублера Горьковского шоссе. Для дорог регионального значения активно используют инструмент опережающего финансирования, подчеркнули на заседании. По решению штаба республики запланировано выделить средства на ремонт 99 километров дорог и строительство
вот, как я сказал, автомобильной трассы Алексеевская-Альметьевская. Надеемся также на поддержку в вопросе перераспределения финансирования крупных объектов Казанской агломерации. Новые магистрали войдут в состав опорной сети страны, которые соединят центры экономического роста по всей России. Сейчас в Татарстане протяженность таких дорог 2500 километров. Опорная сеть также способствует развитию транспортных коммуникаций между Татарстаном и соседними регионами, сокращению перепробега транспорта по направлению север-юг и запад-восток. Цель к концу 2024 года привести в нормативное состояние 85% дорог, входящие в опорную сеть. Сейчас в стране в нормативное состояние приведено 50% региональных дорог. В Татарстане этот показатель доведен до 80%. Однако в 18 регионах не дорабатывают, отметил вице-премьер. Еще один важный блок – муниципальные дороги. В России их больше 1 миллиона километров. Ключевая задача в этом году не меньше 180 миллионов квадратных метров отремонтировать дорог. В прошлом году у нас был самый большой объем ремонта дорог за всю историю со времен Советского Союза. Значит, мы в планку 176 миллионов достигли. В этом году мы получили дополнительную финансовую поддержку за счет опережающего финансирования со стороны президента порядка 140 миллиардов. Отдельно вице-премьер остановился на развитии транспортного коридора «Север-Юг». По его словам, в проекте заинтересованы партнеры России из государств исламского мира. Этот вопрос обсудят на предстоящем Казань-форум. В завершении Марат Хуснуллин отметил регионы, добившиеся высоких показателей в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Одним из лидеров стал и Татарстан. Рамиль Галиуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. С начала февраля в республике зарегистрировано 46 случаев заражения корью, 20 из них у детей. По информации Роспотребнадзора, 80% инфицированных приехали из Таджикистана, остальные 20 из Москвы, Новосибирска, Бурятии и Египта. В контакте с заболевшими уже были 12 тысяч человек. Сейчас они проходят трехнедельное медицинское наблюдение. Тех, кто не был дважды привит от кори еще в детстве, врачи вакцинируют. Напомним, симптомы кори напоминают обычную простуду или грипп. У заболевших наблюдается высокая температура, кашель, усталость. Потом на теле появляется сыпь. Если человек ни разу не был привит, то он может вакцинироваться от кори до 55 лет в любой поликлинике. Уточнить свою историю прививок можно в прикрепленном учреждении. В поликлиниках, безусловно, ведется картотека прививочная, где сведения они дублируются. Поэтому при необходимости, конечно, можно обратиться в поликлинику и уточнить свой статус. Заболевание то, которое регулируется, которое можно управлять. И, конечно же, это нонсенс, когда болеют люди от такого заболевания, когда есть защита. Сегодня все-таки неиммунные лица есть. Да? Это отказники, это те, кто просто не хотят сделать, даже без убеждений, просто вот не хотят и все. Есть те, которые, может быть, забывают, что нужно сделать вакцинацию. Поэтому, конечно же, риски у нас на сегодня есть. И мы вот предупреждаем о том, что вакцинацию нужно обязательно против кори сделать. В этом году в республике уже зарегистрировано 938 укусов клещей. Это в 5 раз больше по сравнению с прошлым годом. Причина – ранняя весна. Как следствие, рано проснулись кровососущие. Больше всего укушенных зафиксировано в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Как сообщили в Роспотребнадзоре, среди укушенных заразившихся клещевым энцефалитом и боррелиозом нет. Нужно быть очень-очень осторожными. И если произошло присасывание клещей, обязательно аккуратно снять клеща, желательно в условиях медицинской организации, и отдать его на исследование. И в том случае, если клещ будет заражен боррелиями, тогда необходимо провести курс профилактического лечения, который назначит доктор. Машины и медики есть, а водителей не хватает. Казанцы отказываются работать в скорой за 35 тысяч рублей в месяц. Как будут решать проблему кадрового дефицита, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джабаровым. Райс республики принял гостя в резиденции в Казанском Кремле. На смотровой площадке Рустам Минниханов показал ему спортивные объекты столицы. А уже на официальной встрече говорили о расширении сотрудничества. Визит Микаила Джабарова будет способствовать развитию сотрудничества и укреплению отношений России и Азербайджана, подчеркнул Райс республики. У Азербайджана и Татарстана большой потенциал для расширения торгово-экономического и инвестиционного
международного взаимодействия. По итогам прошлого года товарооборот превысил $125 миллионов. Наша республика экспортирует сельскохозяйственную, фармацевтическую, бумажную продукцию и дерево. Азербайджан – нефтепродукты, минералы, овощи и фрукты. Рустам Минниханов предложил рассмотреть возможность открытия в Казани генконсульства Азербайджана. У нас есть общая связь, границ нет, но через Волгу с Каспием мы, значит, имеем неплохую логистическую схему, которую надо, конечно, более активно использовать. Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь в области экономики, даже вот состав делегации, культура, спорт, туризм, не только экономики, и все другие наши малый и средний бизнес, предпринимательство. Здесь везде у нас есть возможности для нашего сотрудничества. Предприниматели Татарстана просят федеральные власти увеличить льготы для ведения бизнеса. Это касается уплаты налога предприятиями общепита, патентной системы налоговой базы, отмены кассовых аппаратов в некоторых видах бизнеса. И предлагают создать систему прямого обмена данными с налоговой службой. Эти пожелания они сегодня озвучили уполномоченному при президенте России Борису Титову. Часть предложений войдет в его доклад Владимиру Путину. Часть вопросы с бородой, они исторические. Часть вопросов новые. Причем надо сказать, что вопросы носят не проблемный характер, а направлены на развитие. То есть, что нам нужно устранить, какие препоны сейчас устранить для того, чтобы бизнес продолжал развиваться. Вопрос защиты прав предпринимателей является очень важным, но тем не менее Татарстан в этом смысле является одним из, так, наверное, самых надежных и самых безрисковых регионов, потому что вот эта тема защиты прав предпринимателей, она начинается там где-то с муниципального уровня. И в этом смысле мы в одном из лучших, если не лучшем регионе, самом безрисковом регионе Российской Федерации. На встречу с омбудсменом России приехали 8 предпринимателей из Казани, Зеленодольска, Верхнего Услона, Муслюмова. Как стало известно, особую озабоченность Титова вызывает рост издержек бизнеса. Об этом говорят 57% предпринимателей страны. Из-за роста цен на материалы и услуги повышается себестоимость товара. Несмотря на мораторий на проверки, 53% предпринимателей не видят снижения административной нагрузки. Еще 38% заявили, что она только выросла. Для повышения экологичности производства на Нижнекамском предприятии «Сибур» планируют провести 103 мероприятия до 2026 года. В рамках соглашения Нижнекамск-нефтехима с Росприроднадзором реализуются 9 крупных природоохранных мероприятий. Об этом рассказали на заседании Общественного совета Нижнекамск-нефтехима. О преобразованиях и задачах предприятия в следующем материале. Рентген-маммограф, малодозный, низкодозный аппарат. Членам общественного совета показали преобразование в поликлинике Нижнекамск-нефтехима. Так, здесь появился маммограф и новый аппарат УЗИ высокого класса. С начала года обследования на нем прошли 2118 сотрудников. На этом аппарате можно смотреть как органы брюшной полости, на нем можно смотреть сердце, на нем можно смотреть сосуды, на нем можно смотреть головной мозг, то есть он весь спектр. Здесь открыли 2 стоматологических кабинета. Только оборудование для них обошлось в 4,5 миллиона рублей. В планах открыть кабинеты эндоскопического исследования и компьютерной томографии. На закупку оборудования вложено более 52 миллионов рублей. Учреждение обслуживает более 13 тысяч сотрудников Нижнекамск-нефтехима. Отрадно, что здесь, не отходя далеко, не удаляясь далеко от рабочего места, сотрудники Нижнекамск-нефтехима могут получить такие серьезные услуги. За круглым столом участники общественного совета, руководство города и Нижнекамск-нефтехима обсудили главные задачи на год. Сейчас предприятие делает акцент на строительстве этиленового комплекса, модернизации производства галобутиловых каучуков мощностью до 200 тысяч тонн в год, а также строительстве производства гексена. Следующий ключевой наш фокус – это тематика производительности труда и единые стандарты рабочей среды. Интеграция в единую компанию продолжается, внедрение единых стандартов продолжается. Вы сегодня видели в поликлинике наши подходы. Вот. Мы продолжаем работу по внедрению стандартов по разным направлениям.
Ну, как пример, это с 1 января мы внедрили единую систему оплаты труда. Особое внимание уделили корпоративным программам, направленным на сокращение негативного влияния на окружающую среду. Сюда входят демонтаж недействующего оборудования, реализация лесоклиматических программ, программы по восполнению биоресурсов, а также инициатива «Факелы». Нижнекамскнефтехим совместно с Росприроднадзором реализует 9 природоохранных проектов. Один из масштабных – реконструкция полигона захоронения отходов. Полигон захоронения отходов. Мы выполняем работу, которую никогда в этом формате не делали, а именно с полным вычищением так называемых кассет, да, с полной герметизацией этих кассет, с дренажным оформлением, в том числе с мембранным покрытием. Все, что требует на сегодняшний день законодательства. Большая работа, объем капитальных вложений порядка под 2 миллиарда рублей. Вопросы, которые обсуждались на совещании, важно рассказывать и городским жителям, отметил Рамиль Муллин. Нам очень важно системно выстроить эту работу. Мы уже обсуждали с вашей группой, в части через как мы будем это все доносить. Обсудили и реализацию программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». В этом году будет реализовано 20 межрегиональных проектов в области культуры, спорта, образования и инклюзии. Гульнара Минихан, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Песни Ильхама Шакирова, Альфии Авзаловой и Хамдуны Тимиргалиевой в исполнении их последователей. В концертном зале «Пирамида» прошел долгожданный концерт «Үткеннер Сагандыра», тоскуя о прошлом. Целый вечер современные артисты пели хиты легенд татарской эстрады. Главная изюминка – это по-настоящему народные хиты, которые наизусть знает каждый поклонник татарской песни. Рамиль Шайдуллин о творчестве вне времени. Даже через десятки лет после того, как были написаны эти песни, они до сих пор отзываются в сердцах тех, кто любит татарскую музыку. Прямо сейчас на сцене хиты, которые стали бессмертными. Как бы мы ни говорили, да, что молодежь сейчас не слушает такие песни, такую мелодию, я думаю, что это не совсем соответствует действительности. Все равно вот эти песни надо возобновить, поднять их. Потому что эти песни по смыслу и по содержанию очень глубокие. Это уж наши легенды. Поэтому мы должны все помнить эти песни. Они в наших сердцах. Как известно, концерт проходит уже не в первый раз, но всегда в новом формате, поэтому немножко о сегодняшней программе. Сегодня на сцене исполняются песни Ильхама Шакирова, Альфии Авзаловой и Хамдуны Тимиргалиевой, тех, кто стал легендами еще при жизни. Получается, первый куплет поет Альфия Авзалова на экране, а я уже стою, слушаю, а второй куплет уже исполняю я. Для меня это большая гордость. Получается, я как бы с Альфией Авзаловой пою дуэт. Этот концерт для меня особенно близко, потому что я с ними вместе работала. Это легендарный Ильхам Шакиров. Хамдуна Тимиргалиева, она моей подружкой была. А Альфия Авзалова, мы с ней вместе работали. Очень многих концертах нам пришлось вместе выступать. Она всегда веселая была, конечно. Вторая особенность сегодняшнего концерта – это та, чей голос знаком буквально каждому, кто был в казанском метро или ездил на казанском автобусе. Да, это легендарный диктор Файруза Мазгут. Это ее голосом объявляются остановки на татарском языке. Голос, который знают миллионы. Мы же, можно сказать, немножко люди другого поколения. Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, это нам очень близки. Но сейчас вот молодые исполнители, мы с таким удовольствием их слушаем. Для меня это значит память. Я помню, как мама раньше вот радио включала и исполнялись вот эти песни. Показываем, что эти песни живут, и мы помним наших замечательных певцов и артистов. Ну а самая главная особенность сегодняшнего концерта, пожалуй, то, что на протяжении 2 часов на сцену выйдут и молодые исполнители, и уже именитые мэтры. Организаторы считают, именно так сохраняется преемственность поколений тех, кто сохранит вечное для будущего. Рамиль Шайдуллин, Сан Саитова, ТНВ, Казань.
Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее рубрика «Смыслы» с Тимуром Бекмурзиным, затем прогноз погоды с Аделиной Зарифовой. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин. Это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Это очень важное и ценное качество сильных политиков и дипломатов — уметь высказываться. Так, чтобы слова доходили до сердца, до разума не только оппонентов, но и широкого круга общественности, журналистов, населения. Увы, мы живем в такое время, когда уровень интеллекта и умение выражать свои мысли у мировых, особенно европейских политиков, упало настолько низко, что, честно говоря, бывает даже неловко за такие страны, как Германия, Великобритания, Финляндия, Чехия, Испания. Про Украину я уже не говорю. Все эти поражающие своим невежеством и элементарной безграмотностью заявления той же главы МИД Германии Анны-Лены Бербок или ее британской коллеги, теперь уже экс-министра иностранных дел и премьер-министра Лиз Трасс, стали своего рода притчей во языцах, мемом. Журналисты смеются, серьезные политологи хватаются за голову. А самое поразительное – население Запада, те же избиратели, похоже, ничего не могут с этим поделать. Потому что уходит один бездарный западный министр или даже премьер-министр, на его место приходит другой такой же или еще хуже. И второй момент. Политическая система Евросоюза устроена таким образом, что в случае прихода, допустим, более-менее грамотного национального лидера, пусть и с объективным взглядом на какие-то вещи, всегда есть страховка, в кавычках, в виде так называемых евробюрократов, которых народ напрямую не избирает. А это, как правило, те еще деятели. Мало того, что управленцы слабые, так еще и отъявленные русофобы. Достаточно вспомнить Жозепа Борреля или Урсулу фон дер Ляйен. На их фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров, конечно, фигура совершенно другого и масштаба, и авторитета. И дело не только в опыте, знаниях, выдержке. Сергей Викторович знает, когда нужно сказать жестко, когда лучше эмоции придержать, и каждое слово не в бровь, а в глаз. Осмысленно, своевременно доходит и до сторонников, и до противников. Вот совсем недавно все мировые СМИ облетела фраза Сергея Лаврова в ходе открытых дебатов в Совбезе ООН, в которой он посоветовал западному меньшинству вести себя прилично и уважать мнения и интересы других членов мирового сообщества. С одной стороны, может показаться, что эта позиция явно диссонирует с реальным положением дел. Ведь западные СМИ и политологи вовсю трубят, что Россия в мировой изоляции и политической, и экономической. И она, эта изоляция, только усиливается. На самом же деле все с точностью да наоборот. Поддержка России с начала проведения специальной военной операции на Украине растет. К такому выводу пришли, вы удивитесь, представители британской фирмы, занимающейся вопросами глобального прогнозирования. Иностранные исследователи разделили все страны на несколько групп. Тех, кто осуждают Россию, склоняется к Западу, нейтральных и поддерживающих Россию открыто или косвенно. Так вот, к вопросу об изоляции. В так называемую антироссийскую западную коалицию, почитали британцы, входят страны с суммарной долей около 32% от мирового ВВП. Много, конечно, но судя по тенденции, эта цифра падает и будет падать, потому как все больше стран перемещается из зоны влияния Запада в статус нейтральных, а оттуда в категорию поддерживающих Россию. Если же посмотреть на это с точки зрения демографии, то получается, что общая доля населения мира, не присоединившегося к западной русофобской коалиции, составляет более 64% населения Земли. Поэтому 1000 раз прав наш министр Сергей Лавров. Негоже западному меньшинству так наглеть. Дорого может обойтись. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ. Не знаете, где списать бонусы Сберспасибо? Конечно, в аптеках Farmland. Свершилось! Теперь бонусы Сберспасибо можно обменивать на скидки в аптеках Farmland. Покупки стали еще выгодней. Оцените премиальные внедорожники Exit. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ. Только в апреле. В Exit-центре РРТ автомобиль Exit с преимуществом до 1 миллиона рублей. Подробности на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. На гонках всегда интересно, кто придет первым. Но на перекрестке важнее, кто в какой последовательности начнет движение. Разберемся вместе. Дорожные знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечения проезжих частей или узких участков дороги. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, независимо от направления его движения. Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Здравствуйте! Прошедшие дожди окончательно расправились с остатками снега, а порывистый ветер разметал прошлогоднюю листву. О погоде на ближайшие сутки поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха, Азнакаево солнечно и сухо. Ночью 6, днем 22 градуса тепла. Переменная облачность ожидается в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Ночью прохладно, около 6 тепла. Днем тепло до плюс 22. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше осадки маловероятны. В темное время суток ожидается около 4 градусов тепла, днем же воздух прогреется до 20 градусов выше 0. В Арске, Кукмаре и Балтасе аналогичная картина. Ночью около 5 тепла, а днем плюс 23. В Болгаре, Доржаном и Буинске температура ночью составит 9 градусов тепла. Днем температура повысится до плюс 24. Очень тепло в Альметьевске, Чистой-Пыли, Мамадыше. Умеренный ветер и без осадков. Около 7 ночью и до плюс 23 градусов днем. В последующие сутки ожидается по-летнему теплая и даже жаркая погода. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью до 10 градусов тепла, днем до 23 градусов выше 0. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха в норме. Магнитное поле Земли неустойчивое. Вот и подходит к концу второй весенний месяц. Май совсем скоро постучится в наши двери. Пусть ваше настроение будет радостным, а мысли самыми светлыми. В студии была Аделина Зарифова. До встречи!